В Якутске открылся ежегодный слет юных инспекторов движения. Ребята на протяжении 2 недель будут изучать правила дорожного движения, законы и боевую подготовку. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Красный, желтый и зеленый батальоны. Даже отряды юных инспекторов движения разделяются по цветам светофора. Программа их обучения обширна. Изучение ПДД, законов, боевая подготовка, азы оказания первой медицинской помощи и не только. У них есть такой предмет боевой комплекс юидовца, значит, стрелковая подготовка, то есть обращение с оружием, оказание первой помощи и другое. По окончании этого слета ребята будут участвовать в соревнованиях. И победители этих соревнований на следующий год будут участвовать во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо». По окончании смены ребята получат удостоверение юных инспекторов движения. Для кого-то это может стать призванием. Такой опыт уже был. В 2002 году Олег Васильев, такой мальчик, пришел, 6-классник, и вместе со своей командой он приехал сюда к нам на академию, тоже обучался здесь, сдавал экзамены. И вот сейчас он работает в госавтоинспекции, он в центре автоматической фиксации правонарушений. Здесь собрались 88 детей, лучше других разбирающиеся в ПДД. Чтобы попасть сюда, каждый из них прошел отбор в своем районе. Ребята настроены серьезно. Я тут пришла, чтобы узнать правила дорожных движений, оказание медицинской помощи. Я пришел сюда, чтобы изучать правила дорожного движения и участвовать в конкурсах. Они мне очень помогут, так как я смогу ответить, наверное, на большинство тестов и, в принципе, поучаствовать там. Пришла здесь, чтобы узнать правила дорожного движения и поучаствовать в соревнованиях. Не буду нарушать правила дорожного движения, сам буду подавать пример. Здесь, на территории Соснового Бора, расположена специальная площадка, имитирующая улицы города. Здесь расположены все знаки дорожного движения, которые можно встретить и на улицах города. Здесь ребята воочию могут увидеть, как это выглядит. Тематика слета очень актуальна. За прошедшие 9 месяцев в Якутске произошло 68 ДТП с участием детей. 57 из них по вине взрослых. Статистика не идет на убыль. За аналогичный период прошлого года произошло 67 происшествий. На этих участках, где регулируется, это уверенно не переходит, не обращая на стороны внимания. Поэтому детям тоже надо быть внимательными при переходе пешеходных переходов. Надо обратить внимание сперва на левую, потом на правую сторону при переходе. А взрослым, опасные участки — это у нас остановочные площадки, автобусные. И далее, значит, пешеходные переходы. Проведение слета способствует повышению безопасности на дорогах. Вернувшись в свои районы, ребята будут помогать не только сотрудникам правопорядка, но и своим сверстникам учиться правильно вести себя на дороге. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск.